Голубые глаза и русая борода. Это сейчас никто из знакомых не верит, что он в недалеком прошлом был Антоном. Имя Абдулла сменил в 20 лет вместе с паспортом. Вот, они тоже были выселены в 40-е годы в Среднюю Азию, Казахстан, и после выселки разбросало по всему Советскому Союзу, и мы оказались с нашей семьей, то есть бабушка, мать, отец, они оказались здесь, в Чечне. Сначала мы жили в Урус-Мартане, потом уже переехали в Грозный, бабушка тут работала на заводе, мать потом работала в школе, и с 90-х годов мы поселились рядом с Грозным. Есть такой поселок городского типа совхоз Родина, и вот по сегодняшний день мы там проживаем. В отличие от многих приезжих и коренных не являющихся чеченцами жителей, Абдулла поставил себе цель изучить чеченский язык так же хорошо, как и привычный ему русский. Я много слушал, мало говорил, то есть изучал слова, предложения, целые фразы. Потом уже в своем лексиконе применял чеченские слова. Я с детства путал классы, бу, ву, ю, то есть и иногда друзья меня подкалывали, но это было все-таки по-доброму. Вот. А уже литературному языку я начал учиться в средних классах, когда вводили предмет «Родная речь и литература». Я помню, что в нашем классе было 2 нечеченца, это я и еще одна русская девушка, Алена, как я помню. И нам преподаватель оставил на выбор, то есть предмет. Если хотите, ходите, если нет, то есть с вас спроса не будет. Для меня вопрос не стоял, брать или не брать, да, этот предмет на вооружение. Это было делом чести для меня. Я, конечно, сказал «да», начал обучаться уже литературному языку, получать оценки. К удивлению педагогов, Абдулла не только хорошо справился с грамматикой, но и прекрасно заучивал и рассказывал стихи. В 7-8 классах, когда мы проходили родную литературу, Муаммад Икаев был такой поэт, чеченец. Вот, и его стих, да, «Нохчо усо» Альбика Асхабовна, она меня подняла первым. «Нохчо усо, нохчо инзучо, борзех качобуса вина, тюкулемашин махарца вижен чурагатта вина, нанас или нахкабелла или алла векал вина, нохчо маттах, нохчо махка, берах дюна, дозалдина». И когда я перешел к следующему куплету, о Лермонтове, я увидел, что на глазах моей преподавательницы, учительницы Альбика Асхабовны протекла слеза. Она меня вот так ничего не сказала, молча меня посадила, поставила мне оценку. То есть это был такой трогательный момент в школе. Проработав 7 лет в журналистике, Абдулла решает стать копирайтером. Признается, что работа в СМИ ему очень помогла красиво писать и правильно излагать свои мысли. Сейчас у него с начинающими предпринимателями и единомышленниками свой офис в центре города, где они ежедневно делятся опытом и помогают друг другу в разработке новых идей. Знакомые всегда удивляются, когда Абдулла признается, что на самом деле он не чеченец и до 20 лет имел другое имя. Своим среди чужих или чужой среди своих. Да, когда у меня спрашивали о Тейпан Милу, когда речь заходила о национальности, я говорил Гирмлу. Гирмл — это крымский татарин. И мои сокурсники, мои ровесники, тейпов у чеченцев много, не каждый знает, кто такой Гирмл. Они воспринимали это как тейп. Самый такой прозорливый спрашивал: «А Мичеру Тейр Мичеруа?» Мне говорил: в Крыму есть город Ялта, вот я оттуда, я говорю: Ялт Махке Русо. И вопрос как бы закрывался. Гирмлау, Ялт Махке, Ойвегу, Нохчу. То есть вот так проходила моя жизнь. Живет вся семья и молодая жена, и 2 сыновей строго по исламу. Своевременные молитвы, благочестие, одобряемые религией занятия. В семье у нас двуязычие. Мать понимает чеченский язык, но не разговаривает на нем. Из-за акцента она боится оскорбить родную речь чеченцев. Вот, внуков она ругает на чеченском, а ласкает на русском. И с друзьями я говорю на чеченском языке. Я также по своей профессии работал журналистом. И в первый год я читал на русском языке, а потом мне уже доверяли тексты на чеченском языке. И я уже читал за своих коллег на чеченском языке. А вот Динара имени не меняла, она родилась в армянской семье. Молодая девушка более 10 лет работает в журналистике, и по роду своей профессии ей приходилось сталкиваться с чеченским языком. И, как сама признается, было уже стыдно не знать его. В моем детстве здесь проживало очень много разных национальностей, и мы все говорили на русском языке. Потом уже, чуть повзрослев, в школе, вот у нас есть в начальной школе мы изучали чеченский язык, в старших классах это уже был военный период, период войны, у нас какие-то учителя были, каких-то вообще не было учителей, и, соответственно, чеченский мы не изучали. Со сверстниками в школе, в вузе я разговаривала в основном на русском языке, уже более повзрослев, устроившись на работу. Я стала разговаривать на чеченском, потому что большинство носителей языка не говорят на родном, и чтобы
понимать, чтобы ехать на съемочный процесс и понимать, о чем там говорят. Начала вникать, слушать и сама чаще говорить на чеченском, потому что дома говорят на русском, а на работе говорят на работе, друзья говорят на родном языке. И, соответственно, все то, что я слышала, я начала усваивать и тоже говорить на чеченском языке. В отличие от Абдуллы, Динара в университете не изучала чеченский язык, но коллеги по работе всегда помогают ей понять то или иное произношение или правильный смысл слова. И слова, которые такие сложные для меня, с сложными произношениями, я иногда даже не понимала и переспрашивала, а вот это что значит? Несколько раз пыталась выговорить, и потом получалось. Как признается Динара, ее усилия в понимании и изучении чеченского языка оправдались. Незаметно для себя она начала легко применять его в быту и на работе. Когда с кем-то разговариваю, у меня так бывает 50% на русском, 50% на чеченском, слова сами выходят. В процессе какого-то общения я говорю, нет, там, не говорят, с какого ты села. Я говорю, я с города, как с города? Я говорю, ну я же не чеченка, как не чеченка, да не может быть, да ладно, ты что, нас разводишь, шутишь, наверное? Азба, нет, не шучу, я не чеченка, просто выросла, родилась в Грозном. И сама уже себя даже иногда так странно чувствую, двояко, так, к чему я ближе, к чеченскому народу, либо к тому, с кем я родилась. На достигнутом Динара не останавливается и старается всегда развиваться и быть ближе к чеченскому народу. Поскольку читать мне бывает сложно, учиться куда-то пойти на дополнительные курсы, времени не бывает на работе. Практически мы с коллегами иногда договариваемся, что вот этот час рабочий, там, с 9 до 10 мы говорим только на чеченском, чтобы я вот больше новых слов узнала и еще лучше там закрепила язык. Вот уже несколько лет, как Динара делает намаз и ежегодно держит пост. Сейчас это обязательная часть ее теперь уже новой жизни. 30 лет назад русское население составляло четверть от всех жителей республики. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Людей других национальностей в регионе сравнительно меньше. Но они ежедневно возвращаются и принимают решение остаться. Прежде всего их привлекает стабильность и безопасность. Но похвально еще то, что многие приезжие стараются быть ближе к народу, изучают религию, ислам и даже столь сложный, по мнению многих, чеченский язык.